В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Из-за аномально теплых температур в столице региона в эти дни мы наблюдаем оттепели. С утра на дорогах после мороза гололедица, которая становится причиной ДТП. У пешеходов возрастает риск получить травмы. Как ведут борьбу с гололедом? Гость в нашей студии Аял Егинов, руководитель службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска. Аял Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Первый вопрос. Готовы ли были к таким погодным условиям в службе эксплуатации городского хозяйства? Конечно, погода у нас выдалась в этом году необычная. Вот если сравнивать с прошлыми годами, да, то в прошлом году у нас дневная температура была порядка минус 19 в конце октября и ночная минус 23. То сейчас мы видим температура плюсовая, ночью 0. Это вот погода у нас установилась последние 2 недели. Конечно, это очень сложно для работы коммунальных служб города Якутска по уборке снега, по борьбе с гололедом, да, поэтому тот снег, который выпадает, он мгновенно тает, и, соответственно, сейчас вот не было такого, допустим, да, что у нас работают фекалки. Вот буквально вчера у нас на перекрестке проспекта Ленина, да, Амосова, с улицы Амосова, у нас работали фекалки, откачивали воду. У нас вот такая ситуация, конечно, аномальная, но тем не менее коммунальные службы работают в усиленном режиме. У нас ведется работа и с паводками, вот этими водами, да, ну и также ведется работа по гололеду. В целом, какие меры принимают в борьбе с гололедицей? Ну, работа у нас идет по нескольким направлениям. Если смотреть на внутридворовые территории, то у нас это работа управляющих компаний, в первую очередь дворники. Они очищают снег, разбрызгивают песок и так далее. Да? Если говорить про внутриквартальные территории, то у нас уже действуют муниципальные дворники, действуют также у нас аутсорсинговые компании. Они занимаются уборкой снега, подсыпкой песком и так далее. Ну, если же говорить о технике, то здесь у нас полностью задействована техника муниципального предприятия Якутдорстрой, где они вот полностью прорабатывают борьбу с гололедом, борьбу со снегом и так далее. Вы рассказали о том, что придомовые территории выбирают дворники, они работают от управляющих компаний и от ТСЖ, но у нас есть и муниципальные дворники. Сколько дворников у нас появилось муниципальных и какой фронт работы у них? Да, действительно, по решению главы городского округа города Якутск Евгения Николаевича Григорьева с этого года возрождается служба муниципального дворника. Если раньше этим занимались у нас аутсорсинговые компании, то сейчас мы возвращаемся к этой ситуации, потому что опыт показал, что такая работа она недостаточно эффективна для уборки улиц, тротуаров, общественных пространств города Якутска. Вот с сентября мы уже приняли на работу, уже выпустили на линию. Прямо сейчас у нас работает 40 муниципальных дворников. Это в 4 управах и в селе Табага. Но со следующего года у нас планируется это число довести до 117, и они будут работать по всей территории городского города Якутск. Если же говорить про зоны их работы, да, то зона их обслуживания — это внутриквартальные территории, тротуары, улицы, также общественные санитарные точки, площадя, скверы, ну и также они могут быть привлечены на мелкие общестроительные работы. Хочется узнать, какая зарплата у дворников, чтобы наши зрители, может быть, захотят пойти на работу, понимали, какие деньги будут получать. Ну, помимо обеспеченного социального пакета, да, то зарплата в среднем составляет порядка 40 тысяч рублей. Я считаю, что эта зарплата вполне нормальная для дворника, да, для сотрудника, который у нас работает в данной отрасли. Вы рассказали о работе дворников. Хочется узнать, какая техника работает на дорогах. У нас задействована самая разнообразная техника, начиная от трехосных крупных автогрейдеров, заканчивая самоходными вот этими маломобильными установками. Да. Но если говорить про тип и количество, да, то порядка у нас 30 самосвалов по городу Якутску, у нас 4 грейдера в зиму полностью готовы к выходу на линию. Да. Также у нас трактора МТЗ, бобкэты, вот эти вот маленькие горожане, их видели, наверное, ну, видят их работу, да. Также у нас фронтальные погрузчики. Ну и вот с этого года, также вот решением главы, у нас впервые также применяются маломобильные самоходные установки для уборки тротуаров от снега и от песка.
Многие горожане очень часто критикуют дорожников в части использования песка как единственного способа по антискольжению. Появятся ли какие-то другие способы борьбы с гололедом? Да, этот вопрос активно обсуждается у нас в обществе, да, использование иных инертных материалов, кроме как песка. Сами знаете, этот песок, который мы вынужденно разбрызгиваем в целях противогололедных мероприятий, он приводит к образованию пыли. Да. Таким образом, у нас, опять же, главой города Якутска поставлена задача по использованию инертных материалов. Нами такая работа проведена совместно с Институтом результатоведения республики. И с этого года мы начали впервые использовать щебень фракции 3-10 мм. Ну, сами понимаете, цена щебня, она кратно выше песка, да, поэтому как растительные хозяева мы их используем на наиболее ответственных участках дороги. Это у нас кольцевые развязки и крутые подъемы в городе Якутске. Щебень мы возим с Махсового Лоха, да, порядка 2000 кубов будет, ну, завозится сейчас, да. Ну, автолюбители уже, я думаю, заметили, что на круговых развязках, вот, и на подъемах, ну, в частности, вот остановка Пески на Цеглярском шоссе, да, мы вот отсыпаем именно вот щебенкой, чтобы улучшить фрикционные свойства уличной дорожной сети. Ну, а по остальным участкам дорог это тротуары у нас, да, остановки мы, конечно, вот пока используем традиционные вот способы, это вот песок речной. Работает техника, трудятся дворники, но, как известно, весной в Якутске прошла акция «Стоп гололед», которая объединила около 1000 горожан. Может быть, есть идеи снова привлечь горожан к борьбе с гололедом? Обязательно. Эта работа у нас проводится постоянно. Да. Ну, в апреле она была, конечно, очень массовой. Да. Порядка 1000 человек, как вы сказали, было привлечено к этой работе. Больше 300 предприятий у нас было задействовано. Это все со всех отраслей, это общественные предприятия, социальные и так далее. Мы убирали тогда снег с крыш, снег с тротуаров, бороли наледи с тротуаров. Да. Также у нас были привлечены управы, управляющие компании, ТСЖ. Очень большая работа была проведена, и мы вот всем городом смогли вот тогда в апреле победить вот гололед. Ну, сейчас вот работа продолжается, но она у нас чуть-чуть в другом виде у нас продолжается. Вот как я уже говорил, у нас к работе привлечены постоянные сотрудники окружной администрации, это муниципальные дворники. Сейчас вот со стороны нашего предприятия, да, идет доставка инертных материалов в территориальное орган управления, в управы. Мы завозим туда песок. Песок уже в дальнейшем используется, да, для отсыпки тротуаров, придворовых территорий, управляющих компаниями и так далее. Работа, в принципе, продолжается. Но опять же, весной также мы эту акцию обязательно повторим, она будет у нас ежегодной, потому что у нас очень большой отклик это имел. Ну, также необходимо отметить, что у нас в рамках пилотного проекта вот, управы Центрального округа также вот, впервые попробовали на тротуарах установить мешки с песком, чтобы люди смогли самостоятельно также отсыпать. Да. Ну, конечно, это вызвало неоднозначную реакцию, да, но тем не менее мы движемся вперед, пытаемся использовать новые методы, да, по борьбе с гололедом. Вот работа у нас идет постоянно. Хочется узнать ваше мнение, как эффективно ли ведется борьба с гололедом, как вы можете это оценить, хватает ли техники, хватает ли работников? Ну, если говорить про центральные улицы, то, конечно, работа идет, я думаю, постоянно, круглосуточно, да. Порядка у нас 60 единиц техники в круглосуточном режиме у нас задействовано по основным улицам города Якутска. Считаю, что работа ведется эффективно. Вместе с тем есть, конечно, точные вопросы по тротуарам, да. Но опять же, это где-то у нас связано с ограниченностью бюджета, где-то, к сожалению, с безответственностью отдельных предприятий города Якутска, за которыми закреплены участки, да, которые они должны обслуживать. Это, я имею в виду, вот, это торговые центры, да, какие-то вот здания, где вот они недостаточно хорошо убирают прилегающие тротуары. К сожалению, вот по таким случаям наши территориальные органы управления вынуждены привлекать к административной ответственности. Но работа идет, но опять же здесь важна работа именно команды, да, чтобы мы все вместе смогли обязать данные организации убирать прилегающую территорию и чтобы нашим горожанам было безопасно ходить по тротуарам.
Этим летом в столице провели массовые ремонтные работы дорог. Да? Сказалось ли как-то этот факт на уборке от гололеда? Действительно, больше 40 километров у нас дорог было в этом году отремонтировано. У нас не только дороги, но и тротуары, да, прилегающие к дорогам. Вот эти элементы благоустройства были отремонтированы. Что касается, повлияло ли оно, я скажу, что, конечно, меняется метод уборки. Если раньше это была грунтовая дорога без тротуара, то сейчас у нас появляется асфальтовый участок, облагороженный с тротуаром. Да. Конечно, здесь мы город, уже меняем технологию уборки, уже туда мы заводим дорожных рабочих, где ширина тротуара не позволяет заезду техники, а где позволяет, мы технику убираем. Конечно, повлияло, да, опять же, в сторону улучшения. Мы отрабатываем, мы убираем, мы, как говорится, работу ведем постоянно. Вскоре мы все ожидаем похолодания, соответственно, снег, который будет падать с неба, он у нас останется лежать на земле, никуда не денется. Готовы ли вы к уборке снега в этом году? Это наша прямая обязанность быть готовым к уборке снега с территории города Якутска. Да. Как и в прошлом году, у нас будет открыт полигон. Уже он открыт в настоящее время, уже туда мы завозим снег, который убираем с улиц, с тротуаров города Якутска. У нас, как я говорил, 60 единиц техники полностью готово. Помимо этого у нас 80 дорожных единиц посменно, 80 дорожных рабочих работают посменно по тротуарам, по площадям города Якутска. И плюс еще муниципальные наши дворги, некий порядка 100, плюс еще управляющие компании. Весь этот снег, который мы убираем, мы своевременно вывозим на полигон складирования снега. Каждый год мы устанавливаем рекорды по завозу снега на полигон складирования снега, да, на 50 лет советской армии. У нас гора там растет ежегодно. Почему это? Да? Потому что, во-первых, у нас увеличивается количество осадков. Во-вторых, у нас увеличивается эффективность уборки коммунальными службами города Якутска. Также у нас это говорит о том, что увеличивается эффективность контроля за работой управляющих компаний, вот этих балансодержателей, административных зданий в части уборки прилегающей территории. Ведь в прошлом году, для сравнения, мы завезли порядка 500 тысяч кубометров снега, что на 100 тысяч больше предыдущего периода 19-20 года. Аял Анатольевич, спасибо, что пришли к нам, нашли время. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо большое, Сергей Андреевич. Напомню, о мерах против гололеда в Якутске нам рассказал Аял Егинов, руководитель службы эксплуатации городского хозяйства. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.